Что связывает Клару Цеткин и Коми-край? Что стало определяющим в жизни Виктора Савина? И как сегодня живет символ советского машиностроения? Порция фактов к столетию Коми в материале Александры Головиной. Улица Клары Цеткин есть во многих странах мира. Германия, Грузия, Казахстан, но больше всего их в России. В центре столицы Коми тоже есть небольшая улочка, названная в честь известной феминистки. Клара Цеткин вошла в историю 20 века не только как активная коммунистка, но и женщина-реформатор, сыгравшая немаловажную роль в становлении европейского движения женщин. В советское время ее главной заслугой считалось предложение по созданию Международного женского дня 8 марта. Первый трактор Республики Коми, свидетельство побед советского машиностроения 30-х годов, визитная карточка отдела истории Национального музея Коми. 18 машин, прибывшие в республику, рассредоточились по станциям области. Он целиком из металла. Второе – это рамная конструкция, которая одновременно служила и трансмиссией. Поскольку трактор был железный, рессор определенный был. Здесь были колеса разных размеров. Маленькое колесо весом 300 килограмм и большое колесо весом 700 килограмм. Причем они, конечно, не имели никаких резиновых шин. Они были целиком металлические. Передние колеса ведущие, задние направляющие. Тракторист Петр Алексеевич Беляев трудился на этой машине 25 лет на Визинской МТС. Передовик-ударник участвовал в московской ВДНХ, обслуживал 40 колхозов Сысольского района. Свой трактор ласково называл «ласточкой». Во второй половине 50-х МТС реорганизовывали, технику передавали колхозам. Трактор решено было сдать в металлолом. Вот только Петр Беляев с этим никак не был согласен. Он втихую выкрал машину, спрятал ее в лесу, укрыл одеялами. Но весной 58-го она вновь вышла на посевную. После чего трактор решено было передать в музей. В Сыктывкарский музей Петр Алексеевич приехал на тракторе, учитывая, что машина развивала скорость максимум до 7 км в час. В 1970-м «Ласточка» заняла свою последнюю позицию. Отдел истории Национального музея и стала его визитной карточкой. Последнее письмо Виктора Савина стало во многом определяющим. В его жизни оно написано за несколько месяцев до смерти, а главное – в отношении к его творчеству, в оценке его огромного вклада в нашу культуру. При жизни талант автора не был оценен по достоинству. В 20-х он пишет пьесы, в 30-х занимается переводами иностранных авторов. Резкой критике подвергается его работа «Рытья». Савин якобы не отразил в ней реальную классовую борьбу. 8 октября 1937-го Савина арестовали. Его обвиняли в том, что он был участником контрреволюционной буржуазно-националистической организации и проводил в Коми борьбу за создание буржуазной республики. Савин обвинение отверг, впрочем, особое совещание при НКВД приговорило его к 5 годам заключения. Спустя 5 лет ссылки его направили не на фронт, как того хотел писатель, а сослали дальше, в Сибирь. Из Адака выехал 3 февраля, а сюда прибыл только 9 апреля. В дороге совершенно ослаб и заболел, и нахожусь в стационаре на поправке. Соберитесь ко все и вышлите старику гостиниц. Буду несказанно рад. Савин больше не увидит близких, и ни одна его весточка не дойдет до адресата. Не прочтет он ни одной строки от родных. Все это было под строжайшим запретом. Чудесным образом в руки его семьи попадает одно только его письмо. Последнее, очень тяжелое и печальное. Он обещает жене увидеться, не зная, что ее уже нет в живых. Спустя немного времени скончается и он сам.